Буквально пару недель назад мы рассказывали об организации под названием Северо-Остинская АССР. Ее представители утверждали, что Советский Союз существует, выдавали людям паспорта советского образца, также призывали игнорировать законодательство Российской Федерации, например, не платить за ЖКХ, и при необходимости оказывать сопротивление правоохранительным органам. Людей, вступавших в организацию, заставляли делать денежные взносы. В дело наконец-таки вмешались правоохранители. Министерство внутренних дел республики опубликовало эпичный ролик по итогам спецоперации. Смотрится на одном дыхании. Предлагаю и нам посмотреть его еще раз. На этом видео лидер секты свидетелей СССР и руководитель так называемого штаба по восстановлению советской власти. Сотрудникам полиции он нескромно заявляет: «Я представитель власти. Вы должны подчиняться мне». О цели визита полицейских мужчина, разумеется, знает, но делает удивленное лицо и горячо пытается убедить сотрудников МВД, что они работают на некую зарубежную организацию. Впрочем, убедить в этом правоохранителей ему удается значительно хуже, чем граждан республики, денежными средствами которых этот оратор завладел обманным путем. Сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Северная Осетия Алания пресечена деятельность преступной группы, которые спланировали преступления, направленные на хищение денежных средств жителей республики под предлогом начисления им дополнительных надбавок к пенсии, освобождения от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации, освобождения от уплаты коммунальных платежей и получения компенсаций по вкладам, открытым до 1991 года. Перечень льгот был внушительный. Председатели, члены группы предлагали горожанам приобрести не имеющие юридической силы временное удостоверение личности гражданина Советского Союза, за которые необходимо было внести оплату в виде государственной пошлины. Они также выдавали им фальшивые свидетельства совладельцев земли СССР. Таким образом, за время существования организации группа мошенников смогла обмануть около 1000 доверчивых граждан, а полученные незаконным путем деньги потратить на личные нужды. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из помещений, где велись приемы граждан, правоохранители изъяли всю документацию: книги учета лиц, которым выдавались фальшивые документы, бланки временных удостоверений и свидетельств. Как оказалось, несуществующая организация не только не освободила граждан от уплаты налогов, но и загнала их во вполне реальные долги. Как говорят сами потерпевшие, они стали жертвой. Они сказали мне, что все это законно, что теперь я могу не платить налоги ни за что. Для этого надо было только заплатить им госпошлину, я заплатила. И только спустя время поняла, что меня обманули, что эти люди не имели права мне выдавать всякие такие документы. Я сразу же обратилась в полицию. Сотрудники молодцы, быстро сработали, задержали этих мошенников. Выданные мошенниками Филькины грамоты в настоящее время изъяты и представляют интерес только для следственных органов. Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество, то есть совершение хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. МВД по РСО Алании обращается к гражданам: если вы стали жертвой мошеннических действий со стороны представителей данной организации, просим вас обращаться в Следственное управление МВД Северной Осетии по телефонам 59 61 70 или 59 61 88.